Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Кабинета министров. В Ашхабаде открылся сезон грибов. Яхшимурадов успешно провел дебют в ПФЛ, одолев соперника техническим нокаутом, и другие новости. Акционерный коммерческий банк Туркменистана «Сенагат» разработал мобильное приложение «Сенагат Төлек» для перечисления гражданами средств на благотворительность в фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом в ходе заседания Кабинета министров сообщил вице-премьер Ходжимурад Гельдамурадов. Президент Сердар Бердымухамедов одобрил предложение и поручил вице-премьеру заняться реализацией соответствующей работы. Институт языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана организует 18 мая международную научную конференцию «Кладезь разума. Махтумкули Фраги». Форум пройдет в рамках мероприятий по случаю 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта. В конференции примут участие представители ЮНЕСКО, Тюрксой, а также зарубежные исследователи из 34 стран. В Туркменистане на памятнике Парыз-ДП в Гёктепинском Итрапе выявили уникальный киарис – древнюю систему водоснабжения, подтверждающую использование этого метода гидротехнического строительства в Ахалском вилаяте с давних времен. Данная тема подробно освещена в книге президента Сердара Бердымухамедова «Анау. Культура из глубин тысячелетий». В рамках соглашений с известными научными центрами в Туркменистане будут продолжены совместные археологические экспедиции. В частности, на памятнике Гонур-ДП туркмено-российская, на памятнике Тагалок-1 и в крепости Старая Ниса туркмено-итальянский, а в крепости Данданакан туркмено-американская. Туркменистан выступит в качестве принимающей стороны 38-го заседания конференции руководителей и ответственных представителей организации железнодорожного транспорта стран-членов Организации сотрудничества железных дорог, которая пройдет с 15 по 19 апреля текущего года в Ашхабаде. В Туркменистане эта неделя выдалась особенно дождливая. Настоящие весенние ливни принесли прохладу и, конечно же, грибы. Песчаные грибы повылазили сразу же после дождя. Все активисты-грибники ринулись в пески на сбор урожая. 13 апреля в субботу в стране тоже прогнозируются дожди, поэтому грибной сезон на выходных обеспечен. 12 апреля мир моды потерял одну из своих ярчайших звезд – Роберто Кавалли. Известный итальянский дизайнер скончался на 84-м году жизни, оставив после себя богатое наследие в виде роскошных коллекций и бренда, носящего его имя. Кавалли, уроженец Флоренции, с юных лет интересовался модой. Не получив диплом Академии искусств, он, тем не менее, добился невероятного успеха, открыв свой дом моды в 1970 году. Дебютный показ в Париже в 30 лет ознаменовал собой рождение звезды, а уже 2 года спустя Кавалли покорил Флоренцию. Новенький электрокар Xiaomi SU7 попал в ДТП. Столкновение с премиальным Mercedes-Benz стало первым зафиксированным происшествием с участием электромобиля от китайского автогиганта. Фотографии с места аварии быстро разлетелись по сети. На них видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. По версии полиции, причиной аварии стала путаница с сигналами светофора. Сегодня в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL-2, в котором прошел поединок туркменского бойца Довледжана Яхшимурадова и словенца Джейкоба Неда. Поединок в полутяжелом весе завершился в первом раунде победой туркменского спортсмена техническим нокаутом. Для 34-летнего Довледжана Яхшимурадова эта победа стала 4-й подряд в профессиональной карьере и дебютной на турнире PFL. 200 волонтеров, отобранных из числа студентов столичных вузов, будут задействованы в проведении международного хоккейного турнира, который пройдет в Ашхабаде с 15 по 20 апреля. В настоящее время Министерство образования Туркменистана и Государственный комитет по физической культуре и спорту завершают подготовку волонтеров. Для каждого из них определены зоны ответственности. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.